Всех приветствует одиночка, не любящий одиночество, а в нем нелепая любовь. Нелепо настолько, что не могу более писать стихи. Голос мужа заглушает этот крик души, а теплые лучи все чаще заменяет холодный отблеск луны. И во мраке остался совсем один и нелюбим, рвался ввысь. Без крыльев камнем вниз, уехал прочь, и вернулся вновь, изменился, но не стал другим. Остались чувства, но не могу передать остальным. Да, я не любим, но осознал, что ее ценил. Шел потому, что любил, но мое сердце не слушает разум. Страшится остаться неуслышанным, боится остаться один. Нетерпеливо стучит и кричит бунт. Растеряет всю суть и передаст лишь боль, раздор. А обронив снизу, можно послушать месть, тишину. И в объятиях передать любовь, но слишком ею дорожил. Боялся поранить, боялся дотронуться. Отстранился, отдалился и стал чужим. А как стать ближе на расстоянии другой жизни, как доказать, что дорожил, был всегда к ней добрым, если пустота внутри, из-за нее стал злым и ко всем остальным. А люди вспомнят, а все запомнят тот нелепый случай, что их оскорбил, люди запамятны, и теперь ты с ними, а я обессилел, и чтобы добрый не казался слабым, в общем снова нагрубил и стал плохим. Шар крутится, ты ушла, а я застыл. Люди сходятся, расходятся, и скажется, что ты в нашем свете один. И знаешь, люди живут печалью, в объятиях сплошным или счастьем, бегут за настоящим. Представьте, не подошел ни к тем, ни к другим. Я утратил в прошлом, задумался лишь настоящем, что было в будущем. Если б сохранил, но мне никто не ответил, я ничего не услышал, я совсем один. Прекрасно. Перед нами рэпер Алибек Ортабаев. Знаешь, можно жить печалью, в объятиях с прошлым и не догадывать, что будет в будущем. Знаешь, можно развеять на ветру печаль, попрощаться и счастьем побежать за настоящим. Знаешь, можно встречать солнце или провожать луну, слушать ее голос или тишину. Но знаешь, и так непредсказуемо, но в сказках можно решать самому. Знаешь, можно жить печалью, в объятиях с прошлым и не загадывать, что будет в будущем. Знаешь, можно развеять на ветру печаль, попрощаться и счастьем побежать за настоящим. Не знаешь, и точно не сказка, хоть и играет краски, но в полночь можно решать самому. Жить новым днем или днем вчерашним, прошлым или все же настоящим. И знаешь, мысли по-прежнему кружили в голове, как хлопья снега по зиме, и таяли, не находя ответа сам здесь, а мысли с ней плавают где-то в поисках счастливого момента, но находят лишь нелепую лебединую тропу, аллеют всегда ценят лишь одну, жить с ней или одному, или никому. За ее жизнь дар отдам свою, но замену сердца спрошу, почему? Почему выбрал именно ту? На небе столько звезд, а ты смотришь только на луну. За характер, за чистоту, за теплоту. И за это можно было в прошлом нелепо шептать люблю. И на это можно было в будущем строить семью. Ну похоже я все упущу. Или хочешь, по ней тебя проведу. По нелепой лебединой тропе тебя одну. Да, только тебя одну. Знаешь, можно жить с печалью в объятиях с прошлым и не загадывать, что будет в будущем. Знаешь, можно развеять на ветру печаль, попрощаться и счастьем побежать за настоящим. Ну знаешь, и точно не сказка, хоть и играют краски, но в полночь можно решать самому. Жить новым днем или днем вчерашним, прошлым или все же настоящим. Я сегодня в гостях у Алибека Ортабаева. Я хочу вам рассказать, что мы неправильно садимся по-карачаевски. Давай хоть в сторону. Я гость же. Алибек Ортабаев, как бы говорится, знаю его с 2 лет. Дружны были, ко мне в гости приходил. Ну, подарил мне книжку свою. Он издал первую книжку «Стихи рэп». Я, правда, не совсем понимаю, но нравится. «Психотип в глазах поэта». Видите, как даже название его какое интересное. Ну, у него эти книжки разобрали. Правда, он мало экземпляров выпустил, но они разобраны. Мне одна досталась, и дома у них одна, и все. Спасибо, Алибек, тебе. Здесь, ну-ка прочитай, что ты написал.
тетя Байдымат. Ты всегда Байдымат Сейтмазановна дейсің, да? Ну, давай, читай. На память уважаемой Байдымат Кичуруковой. Аллах сауық берсін. Аллах суапу етсін. Атальбек Уртабаева. Он меня называл уважаемая, обожаемая Байдымат Кичурукова. Когда маленький был, он так ко мне обращался. Алибек, трудно было издать первую книжку? Приятно? Приятно очень, да. Отзывы есть, кому ты дарил? Да, отзывы пока только хорошие, говорят, интересно, говорят, оригинально. Оригинально говорят, да? Развивай тему. Вот здорово. Скажи, пожалуйста, Алибек, ну ты как бы вот при мне вырос. Я замечала, что ты был ну, как-то заинтересован творчеством моим, потому что я часто у вас была, маминым творчеством как композитора, музыканта. В тебе это вот, в корне это повлияло на тебя, мамино творчество, как ты считаешь? И немножко мое. Ну, в той или иной степени, конечно. Да, спасибо. Спасибо. А что вот ты хочешь в маминой, подчеркнуть в мамином творчестве? Маминой. Ну, мне, в принципе, нравилось все, поэтому выбрать что-то, ну, сложно для меня. Ой, спасибо, молодец. У нее очень много красивых песен, которые поют профессиональные артисты и самодеятельные. Алибек, Джаным, скажи, когда ты первый рэп придумал или надумал, как ты полюбил, как ты на эту стезю стал? Рэперщиком как ты стал, а? Лет, наверное, даже не знаю, в начальных, короче, классах школы просто хотел сделать маме приятное, поздравить ее с днем рождения и написать стихи. И так это пошло дальше. Ты не помнишь это стихотворение? Мог бы просто прочитать? Ну, я уже так Хоть чуть-чуть слова, хоть 3 строчки, хоть 4 строчки. Хорошо, спасибо, хорошо. И пошло, да? И скажи, где ты выступал? Я знаю, что ты в некоторых местах выступал со своими произведениями. Где конкретно? На каких мероприятиях? В Москве выступал в Ставрополе, Южная волна, приезжала радио Южная волна, лауреата дали тогда первой степени мне. И Машалла, не знала. в Черкеске выступал, ну и так далее. И Карачаевске, самое главное, да? Ну, в Карачаевске, да, в городских мероприятиях всех участвовал. Ты студент музыкального факультета? Расскажи. Да, Институт культуры и искусств, МУСПЕД. Это в Карачаевске? Да. На каком ты курсе? 4-й курс КЧГУ. А кто у вас, как называется, заведующий твой лично вот на курсе или... Заведующая кафедрой Лаура Науржевна Хубиева. Ага. Дают они знания? Опять-таки в той или иной степени, конечно, дают для того, кто хочет их получать. Правильно, правильно. Кто хочет учиться, всегда научится, да? Алибек, а как вот твоя мама, твой отец, твои сестры отнеслись, и брат, как отнеслись к твоему выступлению, когда первый раз они услышали, как ты со сцены читаешь рэп? Если честно, каждый воспринял это индивидуально, каждый по-своему воспринял. Кто-то удивился, кто-то шокировался. Ну, в целом, думаю, положительно. Положительно. Молодец. А здесь сколько произведений примерно? Там 15 научных психотипов и стихов 18, что ли, или 20. Ну, просто некоторые психотипы, я им уделил больше внимания и несколько Здесь вот даже посмотрите, какой он. Несколько стихов им как бы посвятил. Какой красавчик, мне нравится эта фотография. Ты в каком году ты это фотографировался? Год не помню, но это тоже опять-таки участвовали в фестивале. Вот это вообще класс. Красавчик. Если девчата увидят эту фотографию, они тебя украдут. Сейчас девчата воруют, так что будь готов. Увезут. Какой-нибудь далекий аул увезут, скажут, никому не отдам. Алибек, я очень рада за тебя. Скажи, пожалуйста, вот ты учишься на 4-м курсе МУСПЕД, да? Ну, знания эти дали, не дали, сам там, что, как, да?
Это какую специальность они дают? Вообще, музыкально-педагогическую специальность. Это что значит? Что, где ты можешь работать и как работать? Вообще, вообще, в общеобразовательных Школа? школах, да, учителям музыки, ну и так далее. Ну, думаю, я хочу пойти дальше, поэтому... Куда дальше? Еще дальше куда? Ну, не просто как бы преподавать, а сам реализовывать, читать, поэтому... В смысле в творчестве, да? Да. А в учебе ты сказала, что ты хочешь тоже дальше пойти. Это что значит? Ну, в учебе магистратура уже, если есть желание, обучать детей в школу. Ага, надо кончать магистратуру. Ну, если для полного высшего образования и так примут, ну, для более высшего статуса, чтобы статус был выше, чтобы положение было выше, думаю, это необходимо. Удачи еще раз тебе. Спасибо, Иван. Скажи, чем сейчас занимаешься? У тебя такой крутой компьютер. Я вот хочу... Сам можешь вот это все форматировать, или как это называется? Да, думаю, да. Я вот работал сегодня с утра над продолжением книги, хочу продолжить и более... Да? Да. Эту книгу продолжить. Да. Название это же или другое будет? Ну, Ты придумал название? Или я вот думаю, или сделать под другим названием, или просто сделать книгу больше и добавить и эти, просто часть 2, как бы, ну, глава Нет, 2. наверное, надо, чтобы численность была. Это тоже много значит в творчестве. Пусть будет вторая книга. И отсюда выбрать наилучшее, и которое ты добавишь. Вот так сделаешь. Это будет так здорово. Но это я просто советую, через что прошла. Скажи, мама тебя как поддерживает, не ругает? Так, не та нота, она такая слухачка, поэтому хочу узнать, как Рима относится к твоему творчеству. Это ж она, главный, твой вдохновитель, крылья твои, мама же. Конечно, мама это мама, она всегда поддержит. Ну, спасибо. Мама это, не знаю, именно тот человек, наверное, который никогда не предает. Да, маму не предают. Но мам предают, правда же? Мам предают, но маму не предают. Ну, горькая правда, да. Это горькая правда. Редко, наверное, бывает это, что и мамы предают, но это в силу их IQ, головного мозга, бывает все. Поэтому я очень рада, что у тебя вот такая поддержка мощная. А у меня не было поддержки. Меня все время ругали: зачем тебе стихи, зачем тебе песни, сиди дома, занимайся вязанием. Ну, а я вот писала, и сегодня вот автор 23 книг. Я желаю, чтобы ты меня обогнал. И притом не такими маленькими шажками там, да? Я хочу, чтобы ты метеоритом пролетел выше меня. Не сверху вниз летел, а вот такого еще никто не говорил, придумаешь. Скажешь, Байдумат так сказала: с земли начиная и вверх, чтобы метеоритом ты взлетел. Я желаю тебе удачи. Алибек, пожалуйста, сам, что бы ты хотел сказать? Скажи. Ну, что-нибудь. Как друзья, кстати, относятся? Друзья тоже. По-разному, да? Да, человек, у каждого свой характер, у каждого свое понимание, поэтому кто-то даже может... Туда надо смотреть. Кто-то может не понять, кто-то может как бы порицать, ну, а кто-то, наоборот, вдохновлять и подбадривать. Это уже тоже раз на раз не приходится. Алибек, а тебя поддерживают на твоем курсе? Как тебя, вот, класс, или как это называется, группа ваша, или как там? Факультет ваш? Да, и группа вроде поддерживает, и заведующая кафедрой поддерживает, ей нравятся мои стихи, мое творчество, она слушает, ну, она тоже... Как ее зовут еще раз? Хубиба Урона Рузова. Ну, спасибо большое. Туда скажи ей, благодарность свою скажи. Ну, не стесняйся. Урона Рузовна, за вашу поддержку. Вот так, спасибо. Ну, сегодня, дорогие друзья, я приехала специально, чтобы увидеться с ним. Он мне книжку подарил и через маму прислал. Я думаю, ах, такой-сякой. Думаю, я ему устрою.
И вот приехала, чтобы он лично мне подарил и сказал какие-нибудь слова. Пожалуйста, теперь, знаешь, прочти или сам, или с музыкой на прощание нам еще один рэп твой. Самый любимый. Может оттуда, отсюда. Можно без музыки, можно с музыкой. Можешь включить. Я не знаю, что вы любите. Я люблю все. Все, во что человек включает доброту своей, милосердие своей души. Доброе это мало, милосердие своей души. В твоих стихах есть милосердие. Если вообще читать из книги, то, наверное, может, надо читать с психотипами. Хорошо, давай. Я даже психотип, что такое, рассказывай. Не знаю. Я туда пойду сяду, а ты повернешься туда, сейчас. ладно? Вы сейчас уже скромничаете. Нет, нет. Ну, Говори, потому что многие не знают. Психотип – это личность каждого человека, его восприятие мира, его отношение к миру, его восприятие отношения других людей к нему. То, что один человек может принять как данные, как нормальные, другой психотип может воспринять как грубость или невежество и не понять. Ну и так далее во всем. Поэтому эту книжку мы издали так, что каждый человек находил подход к другому психотипу, другому человеку и мог узнать про себя тоже, Да. свой психотип тоже. Поэтому... Ну давай, прочти, пожалуйста. Хочешь под музыку, хочешь просто прочитать сам? Я просто думаю, что вам прочитать. У меня тут маленький стишок про переселение был. А вот это я бы хотела послушать. Какое горе испытали наши предки, наши... Психотип читать? Да. Сенсорно-логический экстраверт Маршал Жуков, в народе называют этот психотип. Один из самых жестких типов личности, нацеленный на результаты и достижение целей вне зависимости от потраченных ресурсов. Реалист, установка сознания сенсорно-логического экстраверта жизнь. Это всегда борьба, активные действия, использование силы и готов примириться и готовить примирить ее с другими, прикладывая максимум усилий, обладает сильной волей и целеустремленностью. Его не волнует, что о нем думают. Все дела совершаются страстью и обычно доводит их до конца. Обладает выраженным характером борца, во что бы то ни стало доходить до своей цели и побеждать противников. Он очень спокоен, стабилен и крайне не любит проявления эмоциональности со стороны других людей. Да. Переселение 3 мая. Всем привет, этот текст написал Кент, а пока писал, думал, победа у каждого своя, для кого-то творчество, для других сила воли, но что-то всех объединило, в один миг сплотило, горе, грезы, слезы, склеили народ и помогли пережить страшного времени, единое племя, тяжести, помогла и вера тем, кто сидел в неведении, в вагонах, не зная, куда едет, в этом беспределе, без сомнения, в хаосе любовью защищались безоружные родители и дети. Когда казалось, любовь куда сильнее горькой печали, чем беззаботной радости, там не было сладостей, но была надежда, ведь без нее нельзя, она третья составляющая, успокаивающая, и важны были ее уста, что выговаривали слова обещания, внушая, скоро в обратный путь поедут поезда, и она не лукавила. Хоть и значительны потери, это правда, но все-таки глаза увидели родные места, а значит, это победа. Вы вернулись обратно, значит, это победа, мы под солнцем тут живы. Значит, наше чувство способно нас спасти. Просто верь, надейся, люби. Вы вернулись обратно, значит, это победа. Мы под солнцем тут живы. Значит, наше чувство способно нас спасти. Просто верь, надейся, люби. Спасибо большое. Алибек, вообще ты замечательный мой друг. Скажи, пожалуйста, Марина, ты это молишься или что это вот так вот? Или просто из этого? Да, я молящий, верующий человек. Верующий? Да. Со скольки лет вот это все началось? Как ты пришел в религию? Лет, думаю, тоже класс 7 я начал приходить в религию, и вот теперь пытаюсь не сбиваться с истинного пути и делать как бы веру только крепче и сильнее, поститься и молиться ради Всевышнего Аллаха. Ты держишь пост?
Да, это как бы уже не могу не держать это. Спасибо. Любовь к Аллаху. А я ж тебе привезла, посмотри, что. Как это показать, не знаю. Ну, вот так вот. Вот так вот. Большое спасибо вечером. Вечером покушать, да? Вечером, Ну, да. спасибо. Ауза чарус. Спасибо. Аллах жолыңнан тыймасын, айырмасын, муратларыңа жет. Дай Бог, чтобы ты с выбранного пути не заблудился, чтобы дошел до истины. Спасибо, Взаимно ты лучший, мой друг.